фотошопа. И каждый раз, выходя из него так или иначе, давайте как бы констатировать, что и из последнего кризиса, и из других предыдущих кризисов мы вышли, так и не сделав никакой анализ, не назвав причины этих кризисов. То каждому политическому кризису предшествовал какой-то повод, да, но то, о чем я говорю, проведение какого-то серьезного анализа и выработки каких-то программных мер сделано не было. Точно так же, как это не было сделано и на этот раз. Ни органы власти, ни общественные структуры, ни политические структуры не дали никакой ни правовой, никакой политической оценки происшедшему не было. Но это, конечно, говорит о многих изъянах нашей политической системы, которая, к сожалению, зависла на том уровне, который был задан Конституцией 1994 года. Но вот как справедливо Айрат сказал, политическая система — это такая же система, которая нуждается в развитии, в обновлении. И без осознания этого и без того, чтобы мы занимались этим системно, у нас с вами серьезных успехов вряд ли будут. И если коснуться истории вопроса, который я рассказал, да, все помнят, что было создано буквально с 2005 года при Сергее Васильевиче Багаеве была создана первая комиссия по конституционной реформе, вторая комиссия, третья комиссия. Да, вносились несколько раз изменения в Конституцию, но вот эту самую политическую систему, все эти изменения обходили стороной. У кого-то не хватало политической воли, у кого-то еще чего-то, может быть, ситуация не позволяла и так далее. Реальность такова, что этого не случилось. На сегодняшний день вот комиссия при Общественной палате, которая занимается этой проблемой, выдвинула на первый, так сказать, ряд это вопрос изменения избирательного законодательства, потому что новая избирательная система позволит нам модернизировать парламент, привлечь туда молодую политическую элиту, которая должна будет в конструктивном ключе двигать нашу республику вперед по развитию. Но по иронии судьбы, да, в обществе есть отдельные персонажи, отдельные граждане, но по иронии судьбы основным противником этого закона сегодня является парламент. Да. Я прошу прощения, Леонид Иванович. Леонид Иванович, наверное, один, может быть, еще кто-то есть. Я, честно говоря, не знаю, кто еще из депутатов сторонник принятия нового избирательного закона, нового в том смысле, что в нем будет предусмотрен переход на мажоритарно-пропорциональную систему. Ну, давайте вещи называть своими именами. Сегодня парламент действует сугубо, я имею в виду депутатов парламента, которые сегодня руководствуются эгоистическими интересами. Они прекрасно понимают, что в новой ситуации значительная часть, я не хочу сейчас называть цифры, прогнозы и так далее, но значительная часть из них по новому избирательному кодексу вряд ли попадет в этот парламент. И это будет справедливо. Да? И поэтому эти люди являются других объяснений. Да, называется объяснение о возможности внешнего влияния на парламент. Безусловно. Нет идеальных избирательных систем. Это не я сказал, это говорят политологи, социологи и так далее. Есть. У каждой системы есть свои преимущества, есть свои недостатки. А что, разве сегодня эта опасность не существует? Или не существует опасность коррумпирования наших депутатов?
извините меня, конечно, здесь за руку никто никого не поймал, но, слава богу, наше общество о многом осведомлено, да? И не только об этих сторонах, к сожалению, но и в целом о низком качестве политической работы нашего парламента.